На сегодняшний момент можем сказать, что у нас уже четко определился круг лиц, которым нужно оказать непосредственно помощь в виде предоставления квартир либо домов. Это 15 семей. И по результатам работы вчерашней нашей работы совместно с агентством ТИКа, совместно с примарией города Чадрунга, мы приняли решение, что к 1 октября все 15 семей получат квартиры, ключи от квартиры. Этот проект будет финансироваться за счет агентства ТИКа. Это в результате нашего визита в Анкару и прямых переговоров Башкана Гагаузии с премьер-министром Турецкой Республики, с президентом Турции и, соответственно, с директором ТИКа. Наши турецкие друзья-партнеры любезно согласились помочь нам в этой тяжелой ситуации. И по решению вчера и позавчера этот проект будет финансироваться полностью за счет турецкой стороны. Сейчас в этом направлении мы рассматриваем на этой неделе два варианта решения вопроса. Либо будет реконструироваться и достраиваться одно из существующих зданий в городе Чадрунга, и будет перепроектировка тех квартир, которые должны совпадать тем стандартам и, соответственно, удовлетворять тем потребностям, в которых нуждаются эти наши граждане, 15 семей. Либо это будет полностью новое жилье, то есть 15-квартирный жилой дом, который будет построен. В течение 2 недель приезжает турецкая команда инженеров, которая полностью это все проверит, посмотрит техническое состояние, соответствие всем проектным документам, технической документации. В принципе, все согласования, которые должны быть на уровне примарии города, они будут все получены. И, соответственно, мы думаем, что июль-август уже непосредственно начнется работа. Вчера по результатам работы комиссии, и это, думаю, даже основной вопрос, для того, чтобы предупреждать такого вида катастрофы, турецкая сторона тоже любезно вызвалась нам помочь в части зачистки, полной зачистки русла реки, речки Лунги или речка Стратан, как она называется. Этот проект стоит около 3 миллионов лей. Проектно-сметная документация будет готова на этой неделе. И, соответственно, уже турецкие эксперты с агентства ТИКа, они начнут работу в этом направлении. И я считаю, что тоже в этом году, через пару месяцев, этот проект будет реализован. Сельхозпредприятия потерпели убытки. Предварительно, по оценке комиссии, ущерб составляет более 3 миллионов лей. Сейчас все материалы предоставлены в Республиканскую комиссию Министерства сельского хозяйства. Сейчас комиссия министерская, она работает в этом направлении. Мы считаем, что какие-то виды компенсаций будут предусмотрены, но это уже на республиканском уровне. Сейчас наша основная задача – это решить вопрос тех разрушенных домов, плюс решить вопрос с речкой. С предпринимателями, которые, скажем так, посевы которых были подвержены затоплению, с ними мы провели соответствующие переговоры и договорились, чтобы не было, скажем, в этой ситуации, я думаю, что очень важна социальная составляющая. Они это поняли, и я благодарю за понимание наших экономических агентов. Они не будут настаивать на том, чтобы эта помощь, она в срочном порядке, она была выплачена сельхозпроизводителям.